Руководители регионов должны дополнительно проработать вопросы строительства мощностей по переработке отходов, включая механизмы стимулирования переработки и обезвреживания мусора. Такое требование на выездном заседании в Нарьян-Маре, где принимал участие и глава Коми, озвучил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, плохая ситуация на северо-западе с этими вопросами из-за невнимания на местах. Где-то до сих пор нет своих программ в области обращения с отходами, и почти во всех субъектах, кроме Новгородской области и Карелии, отобранные региональные операторы не приступили к работе с отходами. Руководителям субъектов Федерации необходимо организовать эффективную реализацию региональных программ, направленных на развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечить их финансирование, дополнительно проработать вопросы строительства мощностей по переработке отходов, включая механизмы стимулирования переработки и обезвреживания отходов. А теперь, внимание, обнародованные цифры. Практически все полигоны в нашем округе использованы уже более чем на 90%. Лишь четверть отхода сегодня удается переработать. И еще для большей наглядности то же самое, но в объемах. Ежегодно на северо-западе образуется, вдумайтесь, 465 миллионов тонн мусора. Наш вклад вроде и выглядит скромным – 5 миллионов 760 тысяч тонн, но это плюс 350 килограмм на каждого жителя ежегодно. При этом действующих свалок у нас пока 8. К слову, в нашей республике единым мусорным оператором определена компания «Ухта-Жилфонд». В Жемчужине ее знают как одно из крупнейших коммунальных предприятий, в управлении которой находится 450 многоквартирных домов. Через 2 года, когда система заработает, произойти это должно 1 января, 90% наших отходов будут не просто утилизироваться, но и перерабатываться. Так же, как заявлено в Нарьян-Маре, главы субъектов должны будут пресекать любые незаконные виды предпринимательской деятельности в сфере мусора и привлекать общественность для выявления несанкционированных свалок. В политическое русло тему перевел полпред президента. В экологических проблемах он увидел залог будущего кризиса. Оттого главам поручено активнее их решать, дабы цитата не позволять эксплуатировать эту тему в общении с избирателями. Это наша с вами земля. У нас есть с вами все необходимые полномочия в этом отношении. Нужно только принять озверин побольше в этом вопросе и работать пожестче, вот как, допустим, в Ленинградской области. Совместно с органом местного самоуправления надлежит провести инвентаризацию имеющихся в регионах объектов накопления вреда, а также обеспечить их скорейшую ликвидацию. И еще несколько цифр, они приводятся в февральском постановлении правительства Коми. Итак, согласно планам, к 2028 году для решения всех озвученных проблем будут построены 4 объекта по утилизации, обезвреживанию и захоронению мусора, 272 площадки накопления, 1108 площадок для раздельного сбора, 69 мусороперегрузочных станций, 17 сортировочных, 19 полигонов, 10 площадок временного хранения и 2 мусороперерабатывающих завода в Сосногорске и Эжве. А еще региональный оператор «Ухта-Жилфонд» должен рекультивировать 350 несанкционированных свалок, причем практически все за счет внебюджетных ресурсов. По оценке авторов программы, до 2020 года на это будет найдено почти 13 миллиардов рублей. Те полигоны, которые мы начали строить в рамках государственной программы, естественно, они будут достроены. Напомню, в этом году мы закончим 3 площадки временного хранения и 1 полигон в Кайгородке. Сегодня принято решение закончить до конца года работы все по Сторожевскому полигону. Соответственно, те площадки временного хранения тоже будут запущены. Вот цивилизованная система обращения с отходами, естественно, положительно влияет и на те места расположения отходов. Стоит напомнить, что Совет безопасности, где подняты вопросы экологии, это конституционный совещательный орган при президенте, который осуществляет подготовку решений главы государства по вопросам защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства.